каждого времени свои сказки, свои истории, свои герои. Подрастающее поколение сибайцев и представить себе не может, что любимый всеми центр детского творчества, в котором хоть раз набывал каждый, мог бы находиться где угодно, только не по адресу Чайковского, 1. Дворец пионеров. Так, по старинке называют его наши бабушки. Да чего уж там говорить, даже родители. Популярным это учреждение дополнительного образования детей было во все времена. Только здесь могли научить всему и сразу. Плавать, рисовать, вышивать бисером, делать самолет и помогали освоить кучу других приятных и полезных занятий. Не изменилось это и спустя 55 лет. Сегодня мало кто помнит, что Дом пионеров менял несколько своих прописок. В 1959 году был утвержден проект его строительства. 6 января 1960-го внешкольное учреждение распахнуло свои двери по адресу Пионерская, 28. Ныне там находится учреждение зонально-поискового спасательного отряда. После 3 лет работы Дом пионеров был переведен в здание рембыттехники на улицу Свердлова и находился там по 1969 год. Теперь эта улица носит другое название – Закива-Лиди, и на месте Дома творчества располагается торговый объект. В 70-м коллектив вновь переезжает на Островского, 5 и остается там на 11 лет, а после истекшего срока перебирается в общежитие леспромхоза на улицу Ленина, 23, все ближе подбираясь к своему уже исторически закрепленному месту. После того, как в январе 1986 года ввели в эксплуатацию современное здание Дворца пионеров и школьников, творческий коллектив и воспитанники наконец перестали кочевать и осели на улице Чайковского, продолжая летопись славных традиций, к слову, сохраненных до сих пор. Сегодня Центр детского творчества – это многопрофильное учреждение, работающее в режиме модели общественно активных школ, ежегодно предоставляющее около 1500 учащимся 6 до 18 лет возможность выбора форм творческой деятельности и получения дополнительного образования. Здесь функционирует 32 объединения по 4 направлениям – спортивно-оздоровительное, декоративно-прикладное, научно-техническое, художественное, эстетическое. Каждый день во всех кабинетах, спортзале, бассейне жизнь кипит с утра до вечера. Пытливые детские умы осваивают что-то ранее неизведанное и достигают новых рекордов. За всем этим стоят педагоги, люди, которые посвятили свою жизнь детям, что называется, по призванию. Да и вообще, такой коллектив, как в ЦДТ, еще поискать. Это признают и сами сотрудники, и горести, и радости, все переживают вместе. Коллектив замечательный, и старички, которые остались, прям чудо-люди. Все, взаимовыручка просто убойная, мне кажется, и такого нигде не бывает. Это как в семье, но действительно уже вот эти 23 года я уже с ними нахожусь больше, чем просто так в семье жила. Поэтому люди все с открытой душой, кому не обратись, обязательно помогут, радость твою переживают прям все вместе, и точно так же сопереживают. Наталья Викторовна работает в Центре детского творчества 23 года и от названного нам стажа сама приходит то ли в восторг, то ли в шок. Начинала с кружка оригами, теперь переняла под свою ответственность объединение «Азбука моды», которое ранее возглавляла Екатерина Цыганова. Сейчас мне очень нравится работать здесь. Мне нравится работать, во-первых, что у меня девочки взрослые уже, они уже понимают, что они делают, они осознанно идут сюда. Потом мы творим, но все-таки творим красоту. Женщина сама по себе красива, а красиво одетая женщина – это вообще чудо. Поэтому вот девочки у меня наряжаются, прихорашиваются. Найти себе дело по душе в ЦДТ могут не только девчонки, но и мальчишки. Одним из таких объединений является авиамодельный кружок, руководит которым Надежда Васильевна Резвова. Ее наверняка знает в нашем городе вся детвора. Помимо ежедневной кружковой работы, она наравне с остальными активистами принимает участие во всевозможных центровских мероприятиях. Стаж ее работает 23 года. Мне нравится тем, что у нас ребята не только в кружке работают, они во всех мероприятиях центра принимают участие. Причем самое активное участие, где что делается, мои ребятки всегда на легком коне, впереди всех бегают. И тут у нас очень интересная жизнь. Вообще здесь в Доме пионеров жизнь кипит. Причем мне нравится то, что у нас... все наши педагоги, они по призванию педагоги. Они такие творческие люди. Я всегда думаю, господи, какой скучный человек. Я кроме самолетов ничего не знаю, ничего не умею. А вот выставку вчерашнюю посмотрела, боже мой, сколько фантазий. Где все это берется, для меня это непонятно. Жизнь здесь, в Доме пионеров, это очень интересная жизнь. Я никогда не пожалею, что я работаю с мальчишками. В Центре детского творчества ребят учили и учат быть лидерами, умению общаться, умению раскрывать себя в творчестве. Наряду с теми, кто проработал здесь десятки лет, есть и молодые специалисты, и те, кто равен в опыте, но в коллективе пребывает не так давно. Общий педагогический мой стаж 26 лет, а в Центре детского творчества я работаю 2-й год. Мне здесь очень нравится, интересно, очень много талантливых детей, которые любят творить, работать вообще творчески. Коллектив очень доброжелательный, помогаем друг другу, к любому человеку, к любому педагогу
обратишься за помощью, все помогают с удовольствием. Все отлично. Рассказать о каждом объединении, педагоге, воспитанниках в рамках одной передачи невозможно. Их невероятное количество. Планы, успехи, инновации – все это есть у каждого. Иначе не было бы у центра такой богатой истории в более чем полвека. К слову об истории. В стенах Центра детского творчества есть такой кабинет, где можно заглянуть в прошлое всех учебных учреждений города – музей отдела образования. Сейчас им заведует Лариса Диярова. Она трудится в центре 27 лет. Работала педагогом доп. Образования, аккомпаниатором, а с 2012 года является хранительницей музейных ценностей. Под ее контролем работа с ветеранами, массовые подростковые движения и открытие новых экспозиций. Но хочется сказать, что это не только хранилище истории, да, не только документальное, но вот работа юных экскурсоводов и юных тимуровцев, это исследовательская работа. И в тех конкурсах, которые мы проводили в течение 2 лет, они отражены в работах наших учащихся города. Мы находим ветеранов Великой Отечественной войны, мы находим детей войны, мы находим всех тех людей, которые так или иначе были защитниками нашего Отечества. Профессионализм, жизнеутверждающий стиль, творческое единение коллектива позволяет решать педагогам и воспитанникам любые поставленные задачи. Юбилейный вечер стал тому доказательством и особо подчеркнул, что праздники все отмечают вместе, и взрослые, и дети. 55-летие ЦДТ встретили на всем известной сцене актового зала учреждения, да и открыли мероприятие своим ярким выступлением гордость центра образцовый ансамбль танца «Гульдар». Вечер дружбы, окутанный нитями теплоты, заботы и яркой истории, вспоминали все за эти 5,5 десятилетий. Ведь за годы менялись не только названия учреждения, но и целые поколения. За время существования центра из его стен было выпущено множество ребят, которые смогли найти себя и свой жизненный путь, наверняка не без помощи талантливых и влюбленных в свое дело педагогов. Как это было недавно и как это уже стало давно, помнят ветераны педтруда, которых чтут всегда и в числе почетных гостей пригласили на празднование юбилея. Это Райфа Максютова, Надежда Васькина, Александр Хашов, Екатерина Цыганова, Татьяна Селиванова, Нина Максимова, Зухра Бишева и другие. Среди вечно молодых активистов, но так и попавших в ряды людей, находящихся на заслуженном отдыхе, Валентина Пряхина. Она посвятила работе с детьми 40 лет жизни. Сейчас у нее другие заботы, дети и внуки, но пионерский задор не делся никуда. Пионерия, пионерия, как увижу я дружный шаг, открываю окна и двери я, чтобы ветер звенел в ушах, чтобы сердце затрепетало и рвануло через порог. Пионерия, ты начало самых дальних и длинных дорог. Валентина Васильевна работала методистом по детскому движению. Участвовала в Всероссийской научно-практической конференции по данному направлению. Это с ее легкой руки тысячи маленьких сибайцев повязывали себе пионерские галстуки. Сегодня направление ее работы продолжает не менее активный педагог Лилия Дергачева. Это моя жизнь, это моя радость. 40 лет, самой даже не верится, что отдать душу детям. И сейчас я с гордостью, с любовью вспоминаю все те прожитые годы. Было это давным-давно. Сделать праздник сибайцам для них проще простого, а юбилей сам по себе – дело хлопотное. Ведь нужно из множества номеров одаренных детишек выбрать лучшие и показать приглашенным гостям. Песни, танцы, показ мод, выставки всевозможных поделок и спортивных достижений. Здесь обучаются действительно талантливые ребята. К слову, педагоги на равных занимаются и с детьми, имеющими отклонения в здоровье, но и это становится не столь заметно, когда с головой уходишь в творчество. На юбилейном мероприятии поздравления коллектив и воспитанники центра принимали от всех, в том числе и от первого лица города. Мультимедийное оборудование, аппаратура, мы ее приобрели, они его получат. Они знают, они выбирают, которые надо, и они получат. И коллективу стимулирующие надбавки, по-моему, неплохая сумма получается, они к Новому году получат коллектив. А детям уже по требованиям сегодняшнего дня мы стараемся все приобретать и предоставить сегодня. Поэтому это дальше будем продолжать. Вам успехов, здоровья и взаимопонимания в коллективе.
На юбилее в особенности принимали подарки педагоги. На торжественном собрании были вручены почетные грамоты, благодарственные письма от администрации и Совета городского округа. А директор ЦДТ Элиза Киреева удостоилась диплома лауреата всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2015» и отмечена знаком «Эффективный руководитель года». На праздник пригласили и тех, кто возглавлял Центр детского творчества в разные годы, ведь и благодаря их труду и успехам учреждение до сих пор остается на хорошем счету. Фанфары отгремели, яркие костюмы вновь на вешалках. Начались обычные будни педагогов и детей. Репетиции, тренировки, кропотливый рукодельный труд. Еще один год стал историей. Неутомимый директор центра Элиза Киреева, который возглавляет учреждение без малого 5 лет, строит все более грандиозные планы и подчеркивает: наша слаженная команда еще порадует сибайцев. Я окунулась в эту работу, подняв, как говорится, рукава, и вложила все свое творчество, всю свою энергию. И коллектив меня воспринял очень хорошо. Мы влились в одно целое и начали работать очень хорошо, очень активно, очень живо. Творческие новые планы у нас появились. Ну и, как вы видите, каждое мероприятие мы для горожан посвящаем и стараемся сделать его на самом высшем уровне. Я очень горда своими педагогами, своими детьми, потому что у нас есть определенные педагоги, которые достигли очень высоких результатов. Вот недавно Луиза Раильевна получила заслуженного работника культуры Республики Башкортостан. Педагог года у нас Лилия Фаизовна участвовала, она стала дипломантом. Также принимает участие у нас коллектив Юндот. Они выезжали за рубеж в Болгарию, тоже стали дипломантами первой степени, лауреатами первой степени. Все известный танцевальный ансамбль «Гульдар», который является гордостью не только нашего города, но и республики в целом. Они достигают очень высоких результатов. Буквально на той неделе у нас дети вокального ансамбля «Юндот» участвовали в телевизионном конкурсе «Сулпалар» и заняли первое место. Действительно, наши дети, наши педагоги достигают высоких результатов. Я очень горда этим. Я думаю, что наши жители города тоже этим очень горды и очень рады этому. 55 – это, наверное, не возраст для такого учреждения. Какие у вас планы, какие перспективы? 55 для учреждения – это как, наверное, 5-летний возраст для ребенка, поэтому очень большие планы. Мы стараемся в наши мероприятия, наше здание делать все красивее и лучше, чтобы наши педагоги росли. И я думаю, что на будущем у нас большие планы, но все планы давайте мы раскрывать не будем, пусть это будет сюрпризом для горожан. Главное, ходите на наши мероприятия, посещайте Центр детского творчества, отправляйте своих детей заниматься на кружки, и тогда вы узнаете про наши планы и про наши победы. Центр детского творчества всегда молод, потому что душа его – это дети. Их ум, умелые руки, талант и неиссякаемый задор. Это постоянное профессиональное совершенствование педагогов и воспитанники, желающие это новое освоить и развить. И значит быть, жить и процветать Центру детского творчества, радовать сибайцев всех поколений своими добрыми делами и талантами.